Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии с 1 по 30 июля проводился прием заявок на участие в региональном кадровом конкурсе «Якутия вперед». Основной целью конкурса является подбор кадров для органов государственной и муниципальной власти. Финалисты конкурса будут рекомендованы в резерв управленческих кадров республики. Подробнее о конкурсе нам сегодня расскажет гость студии Василий Миронов, ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я уже сказал, заявки завершились принимать. Кто будущие участники конкурса? Действительно, у нас прием заявок июль месяц, как раз 30 июля прием был завершен. У нас поступило более 500 заявок на конкурс. Заявки поступили со всех муниципальных районов республики, городских округов. Также были заявки из-за пределов республики. Это, допустим, город Москва, Подмосковье, Иркутск, Казань, Новосибирск, Улан-Удэ, такие города. То есть оттуда участники тоже подавались на конкурс. Если смотреть гендерный состав участников, то у нас вышло практически поровну и мужчин, и женщин. Это тоже такая, у нас особенность, можно сказать, конкурса появилась, потому что тот же «Лидер России», допустим, если сравнить, да, там участниц женщин было гораздо меньше, там около трети. У нас поровну, да. Если смотреть возрастной состав, то основную аудиторию участников это возрастная категория от 30 до 35 лет. Это примерно 31% у нас вышел от всего общего количества участников. От 36 до 40 это где-то еще 28%. То есть вот основной возрастной контингент у нас вот такой вот, да. Вот. И, конечно, представлены практически все отрасли и сферы деятельности, которые у нас есть, потому что у нас там и отраслевой, и муниципальный отборы проходили параллельно с открытым набором, поэтому у нас представленность такая достаточно разнообразная и полная. Василий Сергеевич, насколько я понимаю, районы республики активно представлены. Да, то есть у нас участники есть со всех районов. Конечно, больше всего из города Якутска, из столицы республики, это объективно так, поэтому представленность районов у нас обеспечена. Вы отметили, что есть участники из Москвы и из других регионов страны, то есть при условии того, что они пройдут вот этот вот республиканский кадровый конкурс, они также могут быть рекомендованы в органы муниципальной и государственной власти региона? Да, у нас ограничений именно по месту проживания участников такого не было. То есть он должен быть гражданином Российской Федерации. И действительно, это могут быть действительно земляки наши, да, которые проживали в республике, возможно, сейчас работают за пределами или учатся там, да, которые могут вернуться и действительно быть полезными уже конкретно в республике, трудясь там на государственной, муниципальной службе, либо в госсекторе. Василий Сергеевич, конкурс «Якутия вперед» не новый конкурс, он возник не вчера. У нас были и деловая игра «Министр», и «Таланты Якутии». Вот чем отличаются вот эти три важных конкурса? Скажем так, конкурс «Якутия вперед», он новый конкурс. Проводится в этом году первый раз, а опыт республики в проведении таких кадровых конкурсов, он действительно большой. Это с 2009 года. Это республиканская игра «Министр», деловая игра «Министр» была. Затем это был республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии». Действительно, в этом конкурсе мы взяли лучший опыт проведения предыдущих игр, да, вот таких проектов. И отличие основное, я бы сказал, в том, что если в игре «Министр» это была в основном ориентация на молодежь, да, то тут у нас в связи с тем, что основная цель конкурса – это формирование резерва управленческих кадров, это уже у нас участники есть люди, которые имеют достаточный опыт управленческий, уже работают на госслужбе и так далее, да, в госорганизациях, и готовы уже практически без подготовки, да, сразу претендовать на определенные управленческие должности. Это основное отличие. Я, насколько знаю, вы и сами были участником одного из подобных конкурсов. Что он вам дал? Действительно, я в 2015 году в игре «Министр» участвовал. И тогда я работал в Северо-Восточном федеральном университете, в нашем, да, флагманском вузе республики. И после участия, я был капитаном команды, и после участия в конкурсе, несмотря на то, что мы не заняли призовое место, но я после этого
после опыта участия в этой игре, который принес, помимо знакомств, компетенций и так далее, новых ощущений, я пошел работать в госучреждение республиканское именно, да, то есть которое непосредственно работало с органами власти республики. То есть тоже в госсектор я практически пошел. А потом уже, вот, когда я в «Лидерах России» участвовал в федеральном конкурсе, тоже кадровый, да, управленцев, после этого я уже вот с госучреждения перешел работать на госслужбу. То есть для меня вот участие в двух таких конкурсах, региональном, потом федеральном, оно фактически я вот, получается, в госсектор влился и нашел свою пользу, свое применение именно вот в государственном секторе на благо развития общества, государства. То есть то, что вот, мои компетенции, которые оценивали эксперты конкурса, я их непосредственно начал уже применять, прокачивать уже в госсекторе. Ну, то есть можно сказать, что вот конкретно ваш опыт показывает, что не всегда главная победа, и иногда достаточное участие. Это да, это точно. Василий Сергеевич, ну давайте вернемся к конкурсу «Якутия вперед». Какие тесты ждут участников открытого отбора, и можно ли к ним как-то подготовиться заранее? Да, у нас дистанционный этап начинается буквально завтра, 4 августа. Он включает несколько видов тестов. Основной и первый – это оценка по модели компетенций государственных гражданских служащих республики. Эта модель компетенций разработана Высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Конечно, совместно мы с департаментом кадровой политики ее делали. И это действительно вот те модель, она ориентирована на оценку, подбор, развитие кадров с точки зрения компетенций и ценностей, именно приоритетных для органов публичной власти, для государственного, окологосударственного сектора. Да? То есть там, где вот ключевыми ведущими ценностными ориентациями является служение обществу, государству, командная работа и профессионализм. И вот те компетенции, я бы хотел их перечислить, которые мы оцениваем, да, вот по модели компетенции. Это человекоцентричность, правосознание, ответственность, объединение людей, командная работа, да, системное мышление, саморазвитие и готовность к изменениям. Это вот как раз те ключевые компетенции, которые мы считаем, что не только для государственных, муниципальных служащих важны, да, но и являются ключевыми для тех, кто планирует работать, не связывать свою, допустим, деятельность с госслужбой, а в госучреждениях, в госсекторе. У нас госучреждений, госпредприятий достаточно много в республике действует, работает, поэтому там они всегда смогут оценить, насколько их компетенции подходят под требования, современные требования специалистов, которые работают в этом секторе. Далее у нас есть тесты на оценку ценностных ориентаций. Это тоже близко по содержанию к предыдущей модели, но тут конкретно какие ценности ведущими являются у человека самого. Да? Затем это тест на оценку, на выявление таких мотиваций его, то есть насколько он мотивирован и что его мотивирует в деятельности человека. Вот. Это 3 ключевых теста. Потом идет блок тестовых знаний, тестов на такие знания. Да? Это будет 5 блоков по 15 вопросов, которые там в случайном режиме появляются, и они ограничены по времени. Это знания на такие общего понятия, как общество, государство, право, история России, история Якутии, базовые цифровые компетенции в современном мире – это обязательное требование, да, то есть это базовые цифровые компетенции должен человек обладать. Управленческие компетенции, опять же таки, на базовом уровне, да, и знания от антикоррупционного законодательства. В части подготовки я бы сказал, тут, наверное, большого такого подготовительного этапа человек не сможет делать, потому что это вот психологические тесты в основном. Вот знаниевые по антикоррупции человек, в принципе, если есть у него время, может так посмотреть законодательство и так далее, НПА определенные и подготовиться. Насколько я понимаю, там же есть еще и видеопрезентация. Что это должно быть? После вот этих тестов, да, действительно идет видеопрезентация. Тут я бы хотел отметить
как бы, два момента. Содержательный и такой внешний, да, так сказать. То есть есть формальные требования, что это должно быть видео, которое снято там, одним дублем в горизонтальном положении. Там на видео должен быть непосредственно сам участник. Продолжительность видео там, от 30 до 90 секунд. Ну, конечно, видео должно быть четким, без помех и так далее. Ну, а в содержательном плане за определенный тайминг, вот этот, да, данный участник должен рассказать про себя, про свои достижения, личные качества, планы, цели в жизни, ну и, конечно, цели и мотивы участия в самом кадровом конкурсе. И ответить на один из ключевых вопросов – это что его вдохновляет в Якутии, что он считает там, главным достижением в республике за последние 5 лет, вот, или чем он гордится в Якутии. Вот, на один из этих вопросов участник должен ответить в видео. Ну вот претендент снял визитку, ответил на один из этих вопросов, прошел все этапы конкурса, финал. Что ждет в финале? Да, действительно, у нас после каждого этапа эксперты оценивают, чтобы дальше идти участнику. И после завершения дистанционного этапа, который у нас 13 сентября завершается, у нас будет очный финал. Финал он идет в очном формате в течение 3 дней, это с 21 по 23 сентября. Это будет комплексная процедура в виде оценочной конференции, ну, так сказать, assessment center. Это крупные кадровые конкурсы, они сейчас в таком формате проводят. Тут те же лидеры России, да, вот тоже в формате assessment. В нем сочетается несколько инструментов оценки. У нас будет проблемно-аналитическая деловая игра, групповые дискуссии, решение кейсов. То есть по каждому инструментарию участник получает оценку. И там команды могут меняться, обновляться. То есть на одном инструментарии он в одном составе командном участвует, в следующем инструментарии уже у него команда может меняться. И привлекаем оценщиков для проведения этого очного финала. Помимо оценочных мероприятий, там и развивающие мы планируем мероприятия. Программа сейчас как раз у нас формируется очного финала. То есть там мы планируем пригласить и спикеров, мотивирующих, вдохновляющих, известных личностей. Вот. И будут у нас такие, ну, конечно, командообразования в течение этих 3 дней. Василий Сергеевич, ну и в завершении. Прошел финал, списки финалистов, победителей определены. Что дальше, какой механизм, что им делать? Сразу на госслужбу и муниципальную? Ну, действительно, у нас, как вы вначале говорили, основная цель конкурса – это подбор в резерв управленческих кадров. Но это не означает, что это сразу человек должен идти там ждать назначения на должность. Или звонка. Там, да. А на самом деле вот, у нас планируют в рамках указа главы республики, вот весной этого года он был подписан, о единой системе кадровых резервов. У нас перезапускается, обновляется и существенно, да, система работы с резервом управленческих кадров. И действительно, это будет живой резерв, да, то есть люди, которые включаются в резерв, они будут направляться на обучение необходимое, да, по уровню, в зависимости от уровня резерва. Это перспективный, базовый или высший. Также резервисты у нас принимают участие в проектной деятельности, которая в реализации крупных проектов, также в разработке, подготовке проектов нормативных правовых актов, в работе коллегиальных, совещательных органов. То есть они действительно уже будут полностью вовлечены, максимально вовлечены в те задачи, цели и задачи, которые решаются на государственном уровне. И, ну, конечно, действительно, вот у нас резерв управленческих кадров, он на целевые должности. Но это, я еще раз повторю, что это не только госдолжности или там заместители руководителей министерств и ведомств, это и руководители структурных подразделений, департаментов министерств, это управленческий состав на муниципальном уровне органов местного самоуправления и, конечно же, это управленцы в госучреждениях и госпредприятиях, которых, я вот как уже говорил, у нас в республике немало. Ну и, конечно, уверены, что вот победители кадрового конкурса «Якутия вперед», они будут писать новую историю Якутии. Василий Сергеевич, благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что конкурс станет настоящим трамплином для будущих кадров республики. Спасибо.
Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.